небольшой абхазский народ, мы создали такую организацию, которая по всему Союзу была известна. Мы ведь перед войной еще, наши эмиссары, представители Айдгылар, по всему Союзу поехали. И пригласили, мы организовали съезд народов, которые имеют свою автономию. И на уровне депутатов, собраний разного уровня, мы создали съезд в Москве, где люди выступающие, переполненный зал был. Руководство Верховного Совета Российской Федерации там присутствовало. Сидели в президиуме там Нишанов, Абдулатипов, Варзенба, другие. И выступающие все говорят: спасибо великому абхазскому народу. Они, наверное, даже не знали, насколько мы велики. Потому что мы это организовали. Мы создали конфедерацию горских народов. Люди, которые мы когда ездили вначале, с людьми встречались, разговаривали. Гена Алами там большую работу проводил в основном поэтому. И люди не знали вообще вот о том, что у нас какие-то родственные связи есть адыгских народов. Еще люди, многие этого вообще не знали. А началась война, к этому времени уже готовы были, пришли сюда умирать. А Хазур Сулейменов, который вот умер от ковида недавно, ногу потерял во время войны, он говорил: слушайте, я вообще Абхазию не знал. Это Гена и Сергей, вы меня сюда притащили, говорит, я здесь свою ногу оставил. Вот так это же вообще феноменально. Вообще, как это нам удалось? Вот постсоветское пространство, распад Советского Союза, но ни это, одной, можно сказать, республике не удалось. Не на пустом месте родилось, конечно. Ну, то, что наш народ все время сопротивлялся, это еще с царских времен, да? Восстание 66-й, 70, 77, 78-й. Да, потом в советское время, ну, в виде писем, обращений, это же тоже все время высказывали. Потом кульминация Лыхнинское обращение было. Потом уже постепенно, уже перестройка когда началась, и когда вот эти парад суверенитетов и прочее, и пришли уже мы, молодые, возглавили, когда передали нам люди, которые с 60-х годов занимались этими вопросами. И мы уже создали такую организацию, уже построенную на принципах партийных. У нас газеты две были. Какие газеты были? Такие приезжали смотреть, как мы газеты. Мы газеты в Верховный Совет СССР отправляли. Отсюда, из Сухума, выходила газета, самолетами отправляли туда. Наши летчики здесь, вот эти лотариевцы были тогда. И там читали, расхватывали газету нашу. Русская газета «Единение», которую Коля Джонов возглавлял, абхазская Айдгылар